Аттракцион «Долгая дорога в дюнах» для жителей Кожевы – то еще испытание последних 2 лет. Вот этот песчаный остров некогда был речным дном, а теперь, когда с наступлением жары Печора мелеет все чаще и больше, все равно, что речной анклав. Законы и правила устанавливает перевозчик. Переправа от Печоры до Кожевы и обратно – самое настоящее речное приключение. 50 рублей от одного берега до другого, бег по пересеченной местности, по острову, плюс еще 20 рублей. Не всем это, конечно же, нравится, но люди сегодня благодарны даже установленным деревянным мосткам. Мостки, к слову, обустроили речные предприниматели, но на этом сервис закончился. Главенствует здесь простая арифметика. Вот эти 50 метров, по сути, через лужу, стоят по местным расценкам 20 рублей. Времени на дорогу меньше минуты. На борт катера можно взять 10 человек. Поток регулярный. В сухом остатке примерно 10-12 килорублей в час или, по самым скромным подсчетам, в день 1060-70. Печорский клондайк, не иначе. В этом году отдать должное, слани постелили. Вот. Это вот. А те года, ну что, дождь, не дождь, очень снег пойдет. Под этим вот безобразием будут люди. Ну ладно, мы-то, а с детьми. В больницу-то в Печору люди ездят. С детьми. Это что? Русло надо углублять. Углублять русло – компетенция федеральных структур. Работы, по сути, немного. За день-другой очистить фарватер вокруг острова от песка и запустить один катер от берега до берега. Ну а пока людская молва работу земснаряда по очистке дна оценивают в 2 миллиона рублей, и все взоры людей устремлены в сторону федеральной речной компании. Управление, значит, Печора «Водпуть», которое обслуживает, значит, реку Печору от Троицко-Печорского района, Троицко-Печорска до Нарья-Армара. Значит, это 1100 километров с лишним. Но они сами ездят, сами видят. Вообще на нашей стороне, на левом берегу, живет где-то больше 10 тысяч населения. Значит, конечно, жалко тех людей, которые пожилые или которые работают там. Это надо каждое утро уехать, вечером приехать. И представляете такой путь. Вот и получается, пенсионеры для перевозчиков – куры с золотыми яйцами. А речные перевозки очень себе даже прибыльный бизнес. Удивляет только, как еще дорогу через остров оставили бесплатной или не разместили там магазины, скажем, по продаже зонтов или калош. Смех смехом, а пожилые люди вполне серьезно просят скидки даже с цены поездки в 70 рублей. Нужно подешевле все-таки. Хотя бы здесь 10 рублей, а там 40. Хотя бы 20 рублей скостить жителям. Потому что мы все-таки многие пенсионеры, и пенсия у нас незначительная. Кроме того, молодые тоже не имеют работы. А если работают, вы знаете, зарплата тоже низкая, а приходится платить много. Печорские власти вроде и готовы бы как-то помочь кожевенцам, но полномочий им в этом вопросе явно не хватает. А инициатива лезть в чужую зону ответственности у нас, как известно, часто наказуема. Вопрос по донно-углубительным работам. Да. В связи с тем, что река Печора у нас не является федеральной собственностью, то проведение данных работ не входит в полномочия администрации муниципального района Печора. Планирование и проведение вышеуказанных работ в компетенции федерального бюджетного учреждения администрации Печорского бассейна внутренних водных путей. Мы на следующий год планируем проведение, опять же, конкурса на пассажирские перевозки, чтобы это была у нас договор заключен с какой-то определенной компанией и курсировал пассажирский катер. Корректироваться, может быть, маршрут будет, еще что-то. То есть мы сможем как-то контролировать этих перевозчиков. Конечно, у кожевенцев всегда есть альтернатива переправе – железная дорога. И, возможно, какая-нибудь бюджетная электричка, скажем, за тот же полтинник, вопрос сняла бы сама собой. Но РЖД – это уже другие аргументы, главные из которых – оптимизация и рентабельность. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Печорский район.